В Красночитайском округе с рабочей поездкой побывал сенатор Российской Федерации Николай Владимиров. Он встретился с жителями, а также посетил одно из сельхозпредприятий. Подробности далее. На молочной ферме «Коминтерн» за последние несколько лет построили 2 коровника, доильно-молочный блок, а также корпус для выращивания телят. Стоимость масштабного инвестиционного проекта – 310 миллионов рублей, большая часть из которых – собственные средства. Сельскохозяйственный и производственный кооператив активно пользуется и мерами государственной поддержки. Это, по словам директора Альбины Новиковой, позволяет увеличивать поголовье скота и объемы производства. Ежедневно на перерабатывающие предприятия Чувашии отсюда отправляется порядка 18 тонн молока высшего сорта. Строительством вот этого нового комплекса, новых коровников, мы уже производим сейчас поголовье крупного рогатого скота 2400 голов с лишним. На сегодня 850 коров у нас. Продуктивность увеличили. По прошлому году получили 8500 килограммов на одну корову. В этом году, я думаю, получат животноводы у нас более 9000 килограммов молока на одну корову. В планах построить еще 2 новых ангара для телят и нетели. «Коминтерн» сегодня яркий пример того, как нужно работать в современных условиях и правильно использовать механизмы государственной поддержки, отметил сенатор Николай Владимиров. Жители работают из ближайших деревень, они работают сплоченно и верят в это предприятие, что предприятие будет развиваться. Средняя заработная плата хорошая, они гордятся, коллектив сплоченный, поэтому надо ориентироваться на такие предприятия и будем всячески поддерживать данное предприятие. Николай Владимиров также встретился с жителями муниципалитета. Сенатор провел прием в администрации округа и ответил на обращение 10 человек. Часть наиболее сложных вопросов была взята им на карандаш. Они требуют согласования с различными инстанциями. Дарья Паскарюк, Артем Сорокин, Виктор Степанов. Вести. Чувашия.